Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телевизионный альманах «Мир искусства». К экрану приглашаем всех, кто любит музыку, театр, литературу и живопись, кого интересует культурная жизнь Чувашии. Мы продолжаем рассказ о жизни двух замечательных чувашских писателей, известного в России поэта и общественного деятеля Якова Ухсая и его жены, прозаика и драматурга Марии Ухсай. В этой части телеальманаха мы расскажем о жизни и творчестве Марии Ухсай. Программа составлена из воспоминаний дочери Ульхи Ухсай. Ухсай Мария Дмитриевна. Годы жизни 1908-1969. Известная чувашская писательница второй половины XX века. Расцвет ее творчества пришелся на послевоенное 20-летие 50-х-60-х годов. Мария Ухсай до замужества Мухина родилась в селе Карачево Чебоксарского уезда, в настоящее время Козловского района Чувашской республики. Училась в Чувашском педтехникуме и Чувашском пединституте. Преподавала в школах республики, в Канашском педучилище, в Чувашском педучилище города Ульяновска. Прозаик и драматург. Писать начала с 1946 года. Член Союза писателей СССР 1949 года. Автор книг «Калавзем», «Рассказы», «Тажа», «Танец», «Журавлиное перышко», «Драмма-зем», «Драмы», «Комедий-зем», «Комедии», повести в 3 книгах «Карачель-зем», «Буйные ветры», либретто балета «Чудесная вышивальщица» на музыку композитора Виктора Ходяшева. Ее пьесы ставились на сценах чувашских театров. Черты творческого стиля Марии Ухсай определяли мастерство и талант в создании несколькими точными штрихами характера персонажей, живого повествования и эмоционального описания событий, яркой индивидуализации и остро-конфликтных образов. В повести «Карачель-зем» «Буйные ветры» драматически отображены события периода 2 революций 1917 года и Гражданской войны. Произведения Марии Ухсай много раз переиздавались, переведены на русский язык. Вот там деревня Ельчик или Карамышево. И вот там церковь, вот про нее я рассказывала, да? А дальше вот там есть лесочек, и за лесочком Волга. И около Волги, за лесочком, вот Криуши. А в Криушах жила сестра моего дедушки. И мы ездили с мамой туда в гости. И там, что интересно, возле Криуш на Волге очень много островов. И каждую весну они на лодке перевозили свою корову на этот остров. И она там жила все лето и паслась. Она с острова никуда не могла уйти. Она приезжала на лодке доить утром-вечером. Вот. Так интересно. И корова такая была красуля, красивая, дородная, но на свежем воздухе. И вода, и трава, все, что есть, все есть. Очень здорово. А потом там еще много было рыбы. Особенно вот эти осетр, стерлядь. Это у нас Сура, пианино. А раньше у нас был беккеровский рояль, кабинетный. Он вот здесь у нас стоял. И когда мама решила написать либретто к «Чудесной вышивальщице», она обратилась к Ходяшеву, чтобы он написал музыку к ее либретто. Ходяшев очень такой человек, к нему... Но они были очень дружны. И мама ему сказала: вот я тебе дарю беккеровский рояль, а Ходяшев говорит: а я поменяю вам на Суру. И, в общем, мама беккеровский рояль поменяла на Суру только за тем, чтобы Ходяшев написал музыку к либретто «Чудесная вышивальщица». Мама, вы знаете, она так была как-то... Она настолько была приспособлена к жизни, что, когда мы были маленькие, она писала для нас. Да, чтоб мы читали, детские. Когда мы подросли, она уже стала взрослой. Она театром увлеклась. ТЮЗ поднялся. Ведь ТЮЗ поднялся
благодаря ей. Как Георгий Андреевич Ефимов говорил, Мария Ухсе была всегда спонсором, меценатом ТЮЗа. Даже вот Шорникова у меня есть воспоминания вот здесь вот. Они были в деревне и не могли выехать, у них не было денег. Шейдуков. И Шейдуков приехал за деньгами, мама ему дала деньги. Благодаря этими деньгами они там жили в деревне, кормились и ездили, и все. Вот. А потом уже стало вот более такое, балетом мама увлеклась. А как балетом мама увлеклась? Вот это либретто, да? Когда мы вот, папа были в Коктебеле, то мама там дружила с женой Ираклия Андронникова. И вот и мама с женой Ираклия Андронникова, они говорили о балете. И вот это после этого, вот это вот пошел балет. А тогда они еще с Томским говорили. Томский ведь хотел поставить Тудемир. Он хотел сделать балет. Из этого? Да, из Тудемира. Вот, потому был бы шикарный билет. Тогда вот Спартака ведь поставили. И был бы вот такой балет у нас. Ну, не получилось что-то. После института в Тюльминской школе, в Канаше, по-моему, да, ну, говорили, хочу в Ульяновск, я хочу в Ульяновск. И она поехала в Ульяновск и поступила в этот вот в училище Яковлевское. И там она преподавала русский язык и литературу. И мама говорит, был открытый урок. Я очень волновалась, говорит, и не уложилась в урок. И когда стали разбирать урок, то все говорили, вот она не уложилась в урок, вот она не уложилась в урок. И мама говорит, ну все. И в это, когда уже последнее слово встал, говорит, молодой такой интересный парень с задних рядов и говорит, как, говорит, урок прошел шикарно, тема очень интересная. А почему она не уложилась в урок? Это задумано так, я так думаю, потому что настолько интересная тема, что дети будут ждать продолжения этого урока, да? И мама говорит, и приняли на ура, на пятерку, все. И я, говорит, так это. И потом, говорит, я все закончилось, я, говорит, пошла домой. А там, знаете, такая лестница, да, амфитеатр такой. И мама говорит, а я иду, и подошла к этой вот лестнице, и увидела, что я в туфельках-то, в беленьких. По случаю урока я, говорит, одела беленькие туфли, и я, говорит, их не переодела. Я, говорит, подошла, а он стоит внизу лестницы, этот парень, и говорит, а я вас жду. Я хочу с вами поговорить. И мама говорит, тут... Я говорю, а я-то, говорит, как хочу с вами поговорить. И не стала переодевать туфельки. И, говорит, спустилась по лестнице. И говорю, да. Он говорит, я хочу с вами поговорить. Мама говорит, а я-то как хочу с вами поговорить. Что вы так за меня заступились, а вас ведь не было на уроке. А он сказал, если девушка в таких белых туфельках прошла по осенней грязи и их не запачкала, значит, она отлично ведет уроки. Да, и вот эти беленькие туфельки мамины, вот они. Мамины белые туфельки, в которых она там была. Эти туфельки сделал Михаил Маркович Эпштейн. Я потом очень дружила с этой семьей. И очень им благодарна, когда вот мама не стала. Вот. Так они встретились. И мама говорит, и все. Он проводил ее до хозяйки, где она остановилась.
И мама говорит, и нету. Ну, конечно, папа там был занят. Он ходил по архивам, он встречался с людьми, которые знали Яковлева, знали Константина Иванова. Ведь для него Константин Иванов это было... Архив Иванова, видимо, искал тогда. Да, то, что он делал в Башкирии. Это же был, наверное, 30-е годы где-то. 39-й год. И потом, говорит, мама, как-то я, говорит, иду с учебы, и встречает меня хозяйка, говорит, ой, говорит, Маруся, а к вам, говорит, гость приехал. Мама говорит, ой, думаю, наверное, Гриша, брат, да. Я, говорит, бегу, захожу, смотрю, стоит парень возле окошка и чемодан. Повернулся и говорит, Маруся, я пришел к тебе, никуда от тебя не уйду. Это Яков. Вот так вот они встретились. А вот 40-й год, когда они встретились, уже в 39-м поженились. И вот это в Чебоксарах фотография. Тоже вместе. Они всегда как-то были вместе и дополняли друг друга, помогали. Творческие люди. Вы знаете, удивительно вот хороший союз, когда творческие люди, когда они понимают друг друга. Это насколько нужно быть умным мужчиной, чтобы взять себе жену под стать, которая тебе всегда будет помогать. Мама была вот какая-то, она очень умела все. Я не слышу, чтобы она когда-то жаловалась. Все. Она себя так вела. Вот другой раз мы гуляем, например, мама, папа и я, да. Вот кто-то незнакомый, или что мама говорила на папу. Это мой младшенький. На папу, да. И она так себя вела, будто бы она... Но когда что-то серьезное, она... Яков. Уже все. Вот Яков – это глава семьи. Как-то очень. А потом они были творческие люди. Все, что папа писал, мама первая это все слышала. И она критиковала, и в другой раз слышно было: ты затягиваешь. Им некогда было, наверное, как-то ругаться или что, я не слышала, что папа... Потому что папа в Карачеве, мама здесь, мы с детьми. Я в 10 класс училась в Карачеве. Потому что я знала, что я закончу школу и поеду в институт. А тетя Лёля уже 82 года. И я так боялась за нее. Думаю, вдруг я ее не увижу. Думаю, хоть последний год я буду вместе с ней. И там тетя Лёля жила, папа, и я с ними жила в Карачеве, вот 10 класс. И когда приезжала мама, это был такой праздник. И папа все: Маруся, надо поговорить. И они вот уходили, разговаривали. А мы с тетей Лёлей там... Ну, вообще вечерами, очень хорошие вечера были. Вот в деревне изумительные вечера. Вот эта тишина, я до сих пор вот скучаю по этой тишине. После войны уже, когда такая была эйфория, что начинается новая жизнь, что все будет хорошо, она родила меня. А когда меня родила, то первое, что я сказала, когда начала говорить: хочу сестренку Леночку. Вот, и Лену мама родила. Так что вот мама молодец. Была очень хорошей мамой. Есть что вспомнить, я счастлива. И вот вспоминая детские годы, я вот помню, какое-то вот яркое счастье такое было, когда были родители, мама и папа. Мама нашла здесь свое успокоение. Мне кажется, ей здесь хорошо. Все-таки в родной земле, рядом деревня, рядом все свои, все знакомые уже здесь, все родные. А у меня здесь вот сколько могил. 1, 2, 3, 4, 5, 6 могил. И мама с ними. Вот. Я посадила ландыши. Вот весной они цветут очень красиво, на Троицу здесь бывает. Похоронили в 69-м году. Вся деревня хоронила. Несли на руках от деревни до самого кладбища. То есть она умерла, в общем, не своей смертью. Вот. Да. Нашли, в смысле, там был суд или что, определили вот убийцу-то? Нет, ничего не нашли. Но папа нашел, мы знаем. А, знал, да? Папа знает, мы с папой знаем. У нас даже есть записи, есть... Папа знает. Это чистый вор. Мама тогда построила дом ведь в Карачеве, привезла много денег. Я даже знаю, что я ей дала 10 тысяч со своей книжки, чтобы она рассчиталась с рабочими. И вот ее убили. Чисто воровской почерк. Перерезали паховую артерию. И она истекла кровью. Когда-нибудь я в воспоминаниях напишу и скажу, кто.
здесь с мамой очень часто гуляли. Мы ходили вот туда, в церковь. Там у нас родственница работала. И вот эта церковь на горе, и кажется, что мы очень близко. И вот мы с мамой шли, мама была всегда так нарядно одета, в крепдышиновом платьице, зонт, у нее был такой китайский зонт, и я маленькая с ней прыгаю рядом. Идем, и я начинала: мама, пить, я хочу пить. Она говорит: дочка, не надо пить в дороге, вода в ножки пойдет, и будет тебе тяжело идти. А вот придем туда, и там тебя напоят чаем, и с плюшками, и все будет хорошо. Ну, я так вроде успокаиваюсь, начинает мама меня отвлекать, что-то воды, все. Идем, я опять, ведь идешь вот, и кажется, что близко, а ведь это далеко. Идешь опять, я говорю: мама, пить. Она говорит: дочка, нельзя пить, вода в ножки пойдет, и будет тяжело идти. А вот придем сейчас, чаю попьем, пирожков, и все будет хорошо. И вот так вот мы с ней шли. И как-то с мамой все было легко. И вот вспоминаешь, так все это радостно, все так красиво. Мне очень здесь нравится. Это мама, учительница Карачевской школы. Мама в Карачеве организовывала самодеятельность художественную. Ставили пьесы, вот эти фотографии. И потом мама была у нас, мама вообще незаурядный человек, она очень интересный человек, очень какой-то... Она всегда сочувствовала людям, помогала. Ну, не так, чтобы вот... А вот именно вот в тяжелое время в деревне, да, когда вообще нечего было есть, когда все мужчины были на войне, вот эти вот гражданские, да, мама собрала всех людей деревни вместе, да. Сколько было посевного материала, все вместе. Вот одна лошадь, и все вспряглись, вспахали, посеяли. И так вот 2 года мама собирала людей, и было что-то покушать, когда все вместе. Это как неме называется, да. Но потом, что интересно, вот это вот то, что мама создала, назвали колхоз. И мама была первым председателем колхоза. Вот председатель колхоза мама. Она мне говорила, 20 верст на лошади прискакала с Козловки. Вот. Ну, мама очень хорошо на лошади скакала. Когда маме было 10 лет, вот у меня есть воспоминания, дедушка ей подарил лошадь. И вот здесь... Лаптева Нина вспоминает, что ей отец рассказывал. Говорит, табор уходил на ночь пастись, а утром неслись домой. А впереди всех, говорит, Накаурой, говорит, это Мухина Мария, говорит, такая, говорит, кудрявая, у нее кудри на ветру вьются. И, говорит, гибкая, самая первая Накаурой своей скакала домой. У мамы произведение основное – это... «Буйные ветры». «Буйные ветры» Кражильзем. Это отражается вот гражданская война в нашей деревне. И вот здесь вот прототипы героев Кражильзем. Вот. Вот основной герой Николай. Вот он. Фотография. Потом здесь вот есть Малля. Произведение. Вот это Малля. Вон она. Знаете, да, как она, Маля, когда они убегали от красных, она все положила на тачанку, и было так всего, и кусок ткани, и чтобы она не упала, она зубами схватилась за эту ткань. А ткань-то упала, и лошадь последующая наступила, и у нее все зубы выпали. И вот здесь вот у нее золотые зубы, все целиком. Вот. Потом очень интересно Лукаянова здесь. Вот жена Серки. Лукерья. Вот там же вот мамины, они там как Изотовы идут. Потому что у них вот кроме Мухиных была фамилия еще Изотовы. В роду вот несколько было этих линий.
Вот. Был там Филипп Суслов, Филипп Михайлович. Вот он. Ну, в произведении он маленький, мальчишка. Его спрашивают, как тебя зовут? А он говорит, Хелле Хилипп, Щулалебеш. Вот. Там был ямщик, Михаил Ямщик, вот он тоже. А все произведение, вот Ирка, главная героиня, это прототип Ольги Ивановны Рзем. Ольга Ивановна Рзем часто к нам домой приходила. И... Она тоже отсюда, да? Да, она из Байгулова, здесь училась в школе. Вот все заросло здесь уже, а здесь ведь был сад, здесь была сирень, красивая белая сирень. Когда бабушка вышла замуж сюда, она привезла с собой дерево. Вяз называется. Вяз – это семейное дерево. И вот, по-моему, только вяз еще остался вот там в глубине от всего нашего и сада, и огорода. И вот дом с мезонином. Здесь было 8 комнат. Дом был покрыт оцинкованным железом. Папу очень понравилось оцинкованное железо. Он снял оцинкованное железо, покрыл церковь и свой дом, где отец Андрей. Ну вот, печально, конечно. Было очень уютно. Думала, что что-то сделать из этого. Я часто нашим министерствам, вот, чиновникам говорила, ну возьмите, что-нибудь можно ведь сделать из этого дома. Вот тот же музей можно было сделать, и музей деревни можно сделать, и какое-нибудь кафе. Яков Гаврилович, как вот он приезжал в этот дом, вообще, что тут было в этом доме? Мы с ним приезжали раза 2, и папе здесь было очень тяжело. И мы вот так вот прекратили сюда ездить. А здесь еще вот была в сад очень красивая железная такая лестница, винтовая и резная, очень красивая. Тоже уже ничего нет, ни вещей, ничего. Все. Здесь было и отопление, и вот здесь колонка была, а сейчас уже ничего нету. И сад был очень богатый. Ну, ничего не осталось. Вот здесь на углу лежит кереметь. Дерево, да? Дерево, да. И мама говорила, он нас оберегает. Потому что оно было высокое-высокое, и в него попала как-то молния. И так она попала в дерево, а вроде как не в дом. И вот с тех пор этот кереметь был как ангел-хранитель нашего дома. И я все думала, вот пока стоит кереметь, что-то сделают с этим домом. Вот с этой усадьбой. Может, я не знаю, ну что-то сделают, музей, вот я уже говорила, что-нибудь для деревни, для людей, чтобы было интересно, а не просто так захламленное место. И вот сейчас уже кереметь упал, и думаю, наверное, ничего не сделают. А может быть, потом когда-нибудь сделают. Телевизионный альманах «Мир искусства», посвященный жизни 2 замечательных чувашских писателей Якову и Марии Юксай, завершается. Если программа задела струны вашей души, и у вас появились вопросы, звоните, пишите, связывайтесь по интернету. Я, Александр Осипов, и все, кто готовил передачи, желаем вам счастья и здоровья. До новых встреч!